Тема предстоящих выборов главы Ингушетии, ход реализации майского указа президента, инвестиционная привлекательность региона, развитие бизнеса. На эти и многие другие вопросы журналистов сегодня отвечал Юнусбек Евкуров. В Магасе прошла пресс-конференция главы Ингушетии. Встреча с представителями СМИ длилась больше часа, и за это время Юнусбек Евкуров ответил на десятки вопросов. Репортаж Рины Тичоевой. Пресс-конференция Юнусбека Евкурова собрала в одном зале представителей печатных и телевизионных СМИ СКФО. Директор регионального информационного центра ТАСС в СКФО Оксана Александрова поинтересовалась у главы республики, какие цели и задачи будут поставлены перед правительством в случае избрания его на следующий срок. Юнусбек Евкуров отметил, если республиканским парламентом 9 сентября ему будет оказано доверие, Ингушетия продолжит свою плановую работу. Будем продолжать то, что начали делать, а из того, что нового, в том числе и согласованный президентом, одобренный президентом, это стадион, ряд объектов там культурой, которые мы должны делать, начало реконструкции федеральной трассы по территории Республики Ингушетия, такие, если брать глобальные вещи, и начало строительства, если мы защитим проект многопрофильной больницы. То есть вот эти проекты, ну и ряд других направлений. Остальное все текущая работа. За последние 10 лет руководством региона проделана колоссальная работа по улучшению криминогенной ситуации в Ингушетии, безопасность в регионе и работа адаптационных комиссий. Следующий вопрос на пресс-конференции. Благодаря вам во многом, конечно, изменилась ситуация с безопасностью, кардинально изменилась ситуация с терроризмом. То есть именно вы вот эти вот комиссии по примирению создали, которые очень много жизней спасли, которые очень помогли ситуацию как-то выправить. Скажите, а вот этот опыт можно транслировать на другие регионы, может быть, даже на другие страны? Как-то вот этим вы не думали заниматься или, может быть, уже занимаетесь? Тут важно, опять же, подчеркнуть наше взаимодействие с главами регионов. То есть мы не ждем кто-то, чтобы сверху. И мы серьезно изучали опыт и Дагестана, и Чечни, и Кабардино-Балкарии, и Северной Осетии, всех регионов. Изучали опыт, и они тоже изучали наш опыт. У нас тесное взаимодействие Совета безопасности по республикам, по регионам, комиссии по АТК, и это позволяет расширить этот опыт и наложить в целом на Кавказ. И в комплексе у нас получилось так, что мы не только в Ингушетии, в целом на Кавказе создали хорошую атмосферу стабильности, благодаря вот тому, что мы друг друга перенимаем опыт, делимся опытом и помогаем друг другу. Очередной вопрос. Майские указы Владимира Путина. Журналист ТАСС поинтересовалась у главы региона, как были реализованы прошлые указы президента страны и как будут выполнены в Ингушетии национальные проекты в этом году. Я считаю, что мы с оценкой хорошо выполнили предыдущие майские указы. И сейчас в рамках уже после выборов президента или перевыборов президента страны майский указ 2018 года уже он более расширен. То есть он уже более стратегического имеет цель, перспективу разложенную по годам. И в рамках этого майского указа разрабатывается уже защищается 11 национальных проектов. И мы в этих проектах везде, естественно, участвуем. Когда мы выйдем на уровень выполнения этого майского указа, основная задача правительства Российской Федерации, об этом сказал и представитель правительства, направив комиссии, выровнять условия жизни граждан по всей стране. То есть никто не должен ущемлен быть направлением. Глава Ингушетии отметил, что все пункты национальных проектов будут выполнены. Тем более, благодаря им улучшится качество жизни населения страны. Следующий вопрос, который задает Оксана Александрова – инвестиционная привлекательность региона. Какие проекты будут реализованы в Ингушетии с привлечением больших инвестиций? Это тепличное хозяйство. На первом этапе 50 гектаров. В этом году мы сдаем 10 гектаров, в следующем году 20 гектаров. Ну и до 2023 года этот процесс будет идти. Это большой комплекс. Один из таких, если брать тепличных комплексов в одном месте, это тоже один из таких самых крупных в современной России будет комплекс на Кавказе, который позволяет довольно серьезно подойти к производству овощей тепличного направления. И к нему же мы привязали завод по переработке. Им выделена земля. На выходе это будет где-то порядка 1000 гектаров земли. И круглогодично вот это хозяйство по переработке должно производить салаты, соленья, и так далее, и так далее. Это вот такой крупный проект.
Еще одним проектом, то, что мы будем обращаться, мы уже письма писали, это, конечно, развитие сети мясомолочных комплексов. Мы уже показали, что можем это направление вести. У нас очень хорошая мясомолочная, такая же молочная в Малгобеке, да, с молочным заводом. И хотим еще 3 таких предприятия открыть там в разных муниципальных районах. Это и рабочие места, и производительность, ну и сама продукция. Да. Малое и среднее предпринимательство, и на какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены? На этот очередной вопрос от журналиста Юнусбек Евкурова отвечает так. Нас признали одним из таких самых продвинутых в этом направлении. Второе – сокращение всех сроков. Третье – это система одного окна, когда люди могут там напрямую уже обращаться, если где-то им мешает. Третье – это бизнес-инкубаторы, которые поддерживают, помогают создавать там или корректировать бизнес, в том числе готовить документы. И, конечно, одним из таких факторов является налоговый потенциал или налоговые преференции, которые мы даем на каком-то этапе. Плюс земля. То есть не сразу деньги брать за аренду, а бесплатно давать землю с учетом потребностей. Еще одним важным вопросом, особенно для родителей, можно назвать выбор языков для изучения в школе. Корреспондент национального радио Милана Манкиева спрашивает, что глава региона думает о таком законопроекте. Не только здесь, в Ингушетии, и в Казахстане, и в Европе. Я не раз проводил пример. Хорошо разговаривать, не забывать свой язык, свои обычаи. Тут же делать даже не в одном языке, а в обычаях, традициях, культуре. Так нет. Поэтому я уверен, что ни в коем случае он не повлияет. Здесь беспокоиться нет, не о чем беспокоиться. Это одно. Второе, у нас как был урок родного языка, так он остается. И представьте себе, кто-нибудь из вас готов сегодня сказать, что ребенок мой не будет ходить на ингушский язык. Строительство федеральной дороги – еще один вопрос, который поднимают на пресс-конференции главы. В этом году мы уже начинаем федеральную дорогу, уже реконструкцию продолжения. Мы уже буквально на днях поставили задачу еще раз с людьми побеседовать. Почему? Потому что у нас были расхождения по Гамурзиева и Насыркорту в плане кладбищ. Проект сделали так, что кладбище не задеваем. То есть проведем. Дальше там будут защитные экраны стоять. То есть, если мы едем по дороге, по федеральной, мы справа, лево уже там дома не будем видеть, будут защитные экраны. Это, в первую очередь, там, по закону для безопасности, для шумоизоляции самих людей. Но и это очень важно по здоровью людей, чтобы эти все газы, вот это все для людей не распространять. Это второе. Но здесь мною дано поручение, там, где дома стоят, например, если отсюда ехать в сторону там, аэропорта, с левой стороны, справа кладбище, там понятно, а вот с левой стороны, там должна быть промежуточная дорога для того, чтобы люди могли выезжать на федеральную дорогу. Не так, как сейчас, каждый хочет со своего дома выскочить и сразу выехать на федеральную трассу, где мы там много аварий. А чтобы они могли выехать, там развязка у нас будет на Икажевском кругу. Развязка будет там, если брать ближайшая развязка для этих жителей, это будет Икажевский круг. Пенсионные изменения, образование, разгрузка центральных дорог и не только. Главе Ингушетии задавали вопросы самого разного характера. Юнусбек Евкуров не оставил ни один из них без внимания. Рина Сычоева, Новости 24.